Добрый день, Алена, Елена, Ксюша, Ирина, Елена и библиотека Южный. Сделать вот так вот. Это полный список участников. Да, я вижу здесь, к нам присоединились уже больше 10 участников. Это замечательно. У нас веселый морозный денек, весна, солнышко на дворе. И мы будем сегодня обсуждать индустрию подкастинга, так как она выглядит для библиотеки. Готовы начинать? Ровно 10:00. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Ольга Демиденко, и я главный специалист отдела литературы на иностранных языках. Собственно, тема наша – библиотечный подкаст, аудио и видео, потому что вы удивитесь, но существуют не только подкасты для слушания, но и для просмотра. Все, что я сегодня буду говорить, это приглашение к диалогу. Я ни в коем случае не гуру, я такой чайник, который буквально нахватался верхов и на личном горьком опыте пробивался к пониманию, что такое подкаст сегодня. Сейчас я включу свою презентацию, поделюсь экраном. Замечательно. Библиотечный подкаст, аудио и видео. Что это такое и как нам с ним быть, как нам практически с ним обращаться на своей территории, виртуальной в основном, конечно же. Ну, вы видите, жизнь заставила. Так примерно выглядела наша библиотека 2 года назад. И постепенно, продираясь через ремонт, вот вы видите наш большой читальный зал в октябре 2020 года, то есть меньше, чем 2 года назад. И представьте себе, мы перетащили 300 с лишним тонн книг туда и обратно. Это примерно 900 тысяч единиц хранения. Ну, на сегодняшний день чуть-чуть поменьше, что-то списалось. И вот буквально так мы и двигались, да, по стопочке, дружно, цепочкой. Поэтому у нас было время не только работать с читателями виртуально, но и создавать какие-то цифровые продукты. Вот, наконец, в декабре 2021 года мы вернулись в родной дом, и мы, конечно же, все библиотеки усилили свое присутствие в интернет-среде. Вот так выглядит, например, наш YouTube-канал «Библиотека в твоем городе». Мы присутствуем в ВКонтакте, в YouTube, в Инстаграме. Вот эти посты буквально заготовлены нашим отделом маркетинга на каждый день, рассказы о том, как мы зимовали, как мы провели ремонт и как мы вернулись в нормальный режим работы. Почему мы говорим сегодня о библиотеке в цифровом мире? Ну, представьте себе, да, вот наша республика Коми, площадь почти Германии, 416 тысяч квадратных метров, население меньше миллиона, чуть больше 800 тысяч человек. То есть мы могли бы каждому младенцу буквально раздать по книжке в нашем регионе из фондов Национальной библиотеки Республики Коми. И, конечно же, наша задача сейчас обращаться не только к населению своей республики или своего сообщества, например, только Прилузский район или только маленькое какое-то поселение, в котором есть ваша библиотека, или же город, муниципалитет. Мы выходим за рамки своего географического региона и преодолеваем не только географические рамки, но и ментальные. Мы никакие не провинциалы. Сейчас понятие центра и периферии уходит, потому что мы все живем в одной большой деревне, виртуальной деревне, и содействуем формированию активной просветительской медиа-среды. Конечно же, большая часть населения сегодня живет в медиа-среде. Я говорю большая часть, имею в виду взрослое население, которое знает, что такое интернет. И мы воспринимаем на сегодняшний день любую культуру, чужую культуру, как другую, а не как чуждую. То есть медиа-среда чрезвычайно многокультурная, и наше присутствие там тоже необходимо. Присутствие каждого члена нашей культурной общности или нашей культурной идентичности.
Поэтому любой ваш вклад вот в такое медийное просвещение и предоставление доступа к новым цифровым продуктам будет замечателен. Подкаст – это и есть цифровой продукт в формате MP3, когда появилась технология MP3, когда появились первые портативные проигрыватели, тогда и стал возможен подкаст. Это аудиофайл, доступный для скачивания и прослушивания в любое время, как вы знаете. Некоторые подкасты предпочитают не давать доступ для скачивания, но большинство вы можете скачать, в том числе и наши библиотечные. Это связано с лицензией, с авторскими правами. Как правило, вы можете это прослушать и на телефоне, и дома. Что это такое? Подкаст. От слова iPod и broadcast. Слияние вот этих двух слов дало нам новое понятие, которое появилось в 2004 году. Тогда был вот этот портативный плеер iPod. Pod – это буквально на английском любое съемное устройство, которое можно куда-то воткнуть. А broadcast – это, собственно, вещание, телевещание или радиовещание. И термин подкастинг был предложен журналистом BBC Беном Хаммерсли. Это замечательный технолог, и он делает обзоры новых технологий для разных изданий. И в частности, в газете Guardian в 2004 году он откликнулся на новые передачи, которые появились на радио, буквально любительские. Это было, например, это было шоу «Ежедневный исходный код», и Бен Хаммерсли, удивившись, что сейчас буквально на коленке можно выходить в эфир и предоставлять людям какие-то свое содержание в коротких вот таких аудиофайлах, он попытался это обозначить, что это аудиоблогинг, или, может быть, это какой-то подкастинг, или же это партизанские СМИ, партизанские средства массовой информации. Да, но слово подкастинг закрепилось. И таким образом мы на сегодняшний день уже видим массу циклов, серий подкастов, образовательных, развлекательных, то есть от идеи до аудитории совсем производство длится недолго. И мы с вами попробуем сегодня поразмышлять на примере наших подкастов, чем они хороши и почему их, собственно, надо предлагать. И вопросов, если вы решаетесь начать производить такие продукты, аудиофайлы, то, конечно, вы задаетесь кучей вопросов. Зачем это нужно, с чего начинать, какое оборудование потребуется, как и где мне его записать, как смонтировать, как придумать название, описание, обложку, трейлер, первый маленький аудиофайл, который представит аудитории «Добро пожаловать в мой подкаст», где разместить его, как продвигать, как понять, успешный он, востребован ли он, интересен ли он аудитории. Ну, можно остановиться на каждом из этих вопросов подробно, но на самом деле усложнять не стоит, а стоит начать просто с идей. И вот наш пример – это, собственно, подкаст, который выходил весь 2021 год. В год юбилея Республики Коми мы задумались, что произошло в мире 100 лет назад. И мы назвали наш подкаст «Передаем сигналы прошедшего времени». Я говорю «мы», потому что в разработке подкаста участвовал, конечно же, дизайнер обязательно. Без дизайнера вот такую красивую обложечку я бы придумать не смогла. И таким образом цикл состоял из 12 историй с января по декабрь. Раз в месяц выходила передача от 30 минут, и рекорд был до 60 минут. И оптимальное время прослушивания, как говорила аудитория, это примерно 25 минут. Сначала я стеснялась называть этот продукт подкастом. Мне почему-то больше нравилось слово аудиоблог, хотя и то, и другое слово иностранного происхождения, но другого, к сожалению, у нас нет. И подкасты предназначены для стриминговых платформ. А мы выпускали свой подкаст на сайте библиотеки. Да, то есть повод – столетие, юбилей республики. Идея – давайте нырнем 100 лет назад и посмотрим на срез такой мировой. Имеем ли мы право, да, мы не историки, мы, собственно, не какие-то там исследователи событий прошлого. Имеем ли мы право, как библиотекари, брать на себя такую миссию и
я говорю сразу же «да», поскольку мы владеем надежными источниками информации. Мы идем, собственно, в наш каталог и на каждую тему ищем книги, которые пригодятся нам, чтобы содержание было уникальным, чтобы это содержание нельзя было вычитать в Википедии. Здесь вы видите наш сайт, и на сегодняшний день в разделе «Ресурсы» в левом меню появился раздел «Подкасты». Вот он обведен снизу кружочком красным, и там на сегодняшний день целых 3 цикла, которые я тоже покажу, представлю. И если вы зайдете в раздел «Подкасты», то вы увидите, например, наш год 1921. Внимание! Передаем В здании сработала сигналы пожарная прошедшего тревога. времени. Просьба, не создавая паники, покинуть строение. Пользуйтесь схемами эвакуации. Прошу прощения, у нас тут прозвенел сигнал тревоги, но это просто тест, поэтому не пугаемся, идем дальше. Как вы видите, у каждого из выпусков подкаста есть свое лицо. Это может быть гость, которого вы пригласили на интервью, или герой истории. И всего набралось в этом подкасте выпусков буквально на самые разные стороны жизни. Мы рассказывали о спорте, о науке, о моде, о кино, о музыке. Например, первый подкаст выглядел так. История номер 1 о том, как джаз пришел в Россию. Вот сегодня, мне кажется, это совершенно очевидным. Да? Передаем сигналы прошедшего времени, должно вам напоминать радио советского периода. Передаем сигналы точного времени. Кто помнит такую заставку, и поэтому музыкальная заставка в этом подкасте очень напоминает сигналы точного времени. И вот вы видите гостя. Это преподаватель колледжа культуры Сергей Терентьев, который является музыковедом великолепным. Он рассказал нам о том, как джаз не только пришел в Россию, но и в Республику Коми. Кто были первые джазмены у нас, кто исполнял музыку джаза. Это очень любопытная история, то есть откатиться на 100 лет назад и говорить о таком интересном жанре, который не все принимают, может быть, даже только открывают для себя. И лично для меня любой выпуск подкаста, который делался целых 3 недели, как вы понимаете, это долгий процесс для того, чтобы вникнуть в тему, начитаться, придумать, как будет располагаться текст, будет ли он приятен для восприятия, вообще будет ли комфортно и любопытно, не нажмет ли тут же слушатель на кнопку «Стоп» и скажет «дальше мне неинтересно». Поэтому текст, я вам скажу по своему опыту, 10 минут текста – это 3 страницы плотного печатного текста. То есть, как вы понимаете, 30 минут – это уже 9-10 страниц, которые вам нужно не сочинить, а вытащить и скомпоновать так, чтобы это было увлекательно. И интервью, оно замечательно тем, что у слушателя есть возможность отдохнуть от вашего голоса или от голоса ведущего. То есть мы понимаем, что есть подкасты, в которых всего один ведущий, и бывают подкасты диалогичные, где ведущие буквально импровизируют у микрофонов в студии. И вот интервью с гостем, с мужским голосом дает возможность переключиться, да, и послушать другой тембр, отдохнуть, так сказать. Это очень комфортное прослушивание. Вот еще один пример, история номер 2 о фильме Чарли Чаплина «Малыш», который тоже выходил в 1921 году. Эта история дала нам повод поговорить с критиком, который написал уже около десятка книг, по крайней мере 6 из них есть в нашей библиотеке, даже некоторые с дарственной надписью. Критик Антон Долин и главный редактор журнала, старейшего европейского журнала о кино «Искусство кино». Оказалось, что даже такие московские звезды вполне доступны, и можно связаться с человеком в Фейсбуке, и он любезно согласится для Национальной библиотеки и вообще для библиотеки
Библиотеки пользуются все-таки репутацией уважительной очень, особенно у интеллигенции, да и у всех, собственно, людей, которые стремятся к знанию, к развитию. И буквально в Фейсбуке я нашла его профиль, и он любезно мне предоставил почту своего помощника, и таким образом я записала заранее вопросы интервью, и мы встретились в Zoom. То есть это была видеозапись, которая потом превратилась в аудио. То есть в видеоредакторе мы отрезаем видеочасть и оставляем только аудиодорожку, которую, собственно, монтируем потом со своим вступлением и окончанием. В этой истории мы рассказали о первом киносеансе в Республике Коми. Что дает, то есть что делает этот подкаст интересным для нашей аудитории, то есть не для всего виртуального сообщества, а именно для тех, кто живет в республике. В каждом выпуске есть привязка к республике Коми, региональная привязка. То есть маленький кусочек истории, который связан с мировой историей, с развитием, вот в частности здесь, с развитием кинематографа. Возможно, я говорю немножко хаотично, но я двигаюсь просто по своим слайдам без текста. Вот расскажу еще об одном выпуске в качестве идеи, да, что еще произошло в мире 100 лет назад. История о создании аромата Шанель. Конечно же, этот выпуск должен выйти в марте, и он вышел в марте в подарок женщинам. А повод поговорить о запахах. Этот выпуск позволяет нам говорить об экологии запахов. И гостем выпуска был главный эколог компании Монди Сыктывкарский ЛПК, которая, как вы знаете, производит бумажную картонную продукцию. И главный эколог рассказал нам, опасны ли запахи, как на них реагировать. Это было очень интересное интервью с моей точки зрения. И оно украсило подкаст о духах такой информативной прозой, что ли, об индустриальных запахах. Вот рекомендую вам к прослушиванию. Еще один гость, совсем недавний. Оказывается, такое совпадение, 100 лет назад был основан театр, Московский театр имени Евгения Вахтангова. Он и есть, собственно, основатель труппы вахтанговской. И наш театр имени Виктора Савина, наш драматический театр, Коми-республиканский драматический театр, тоже появился в 1921 году, собственно, когда Виктор Савин и собрал актеров, тогда еще любителей, непрофессионалов, энтузиастов будущего театра. И мы встретились с заместителем главного директора театра драмы Владимиром Казаковцевым, который рассказал очень интересную историю о том, как, собственно, создавался театр и как театр сегодня общается со зрителем. Мы говорили и о прошлом, и о настоящем, и о будущем театра. Опять региональная привязка. И опять же, чтобы найти, какое событие произошло 100 лет назад, вам не требуется больших усилий. Конечно же, вы зайдете в Википедию, откроете год 1921 и отберете события на все случаи жизни. Но подобрать историю, которая будет давать региональный контекст, здесь, конечно, сложнее. Здесь легкокрылый певучий праздник. Это цитата из наркома просвещения Луначарского, так он называл театр Вахтангова. Идем дальше. Есть выпуски без интервью. Или же гость предпочел остаться за кадром. Вот здесь мы говорили о вакцинации, бацилла здоровья, о том, как появилась прививка МАНТУ, о том, как впервые вообще начали прививать от чехотки, борьба с туберкулезом. И, конечно, к кому мы идем? Мы идем к главному врачу туберкулезного диспансера, в нашем случае детского. И профессионал рассказывает нам
с научной точки зрения, что это такое. А мы делаем веселую такую предварительную историю о том, кто такие микробы, бактерии и вирусы, то есть буквально по школьной программе проходимся, конечно, опираясь на книги, которые есть у нас в каталоге. В данном случае, например, я пользуюсь целым рядом изданий, тоже по ключевым словам, найдя в каталогах все, что связано с иммунной системой, иммунотерапией, профилактикой всевозможных вирусных заболеваний. Вот здесь Ада Гордон, вакцина, вакцинация, иммунный ответ. Вы будете удивлены, но такой профессионал, вот главный врач, она сама эту книгу не читала и с удовольствием потом взяла у нас ее в библиотеке. То есть книжная основа – это то, что отличает библиотечный подкаст от любого другого. Мы не знаем, какими источниками информации пользуются создатели подкастов. Кто-то разговаривает просто из головы. Да? Есть такие юмористы, интеллектуалы, у которых достаточно своего багажа знаний, чтобы совершенно спокойно 15-20 минут и час беседовать с аудиторией. В нашем случае мы опираемся на проверенные источники, и это, конечно, книги и журналы. Что обязательно в подкасте? Надо представить его содержание. Вы знаете, если вы сами являетесь слушателем постоянным или периодически слушаете подкасты, вы видите, что сейчас очень многие и в Ютьюбе, и на сайте, например, Арзамас или Яндекс Музыка или Spotify дают содержание подкаста в виде, это называется шоу-ноутс, шоу-ноуты, да, то есть заметки, которые расписаны буквально по минутам, и вы можете переключаться по этим тайм-кодам. Лично я предпочитаю содержание выпуска представлять наоборот завуалировано и немножко с юмором для того, чтобы захотелось заглянуть внутрь, что же там, собственно, есть. Вот здесь самый популярный, как оказалось, выпуск, история номер 9, который назывался «Едим быстро». Это был выпуск о первой сети ресторанов быстрого питания, которая на самом деле не Макдональдс, как можно подумать, а ресторан, который назывался White Castle, Белый замок. Вот здесь содержание указано. Мы не покупаем кота в мешке, мы уже знаем, что нас ждет. Вот вы видите на нашем сайте, здесь 3 кнопочки рядом со знаком громкость. Если на них нажать вот сюда, то вы увидите, что можно, во-первых, переключать скорость. У некоторых не хватает терпения, можно чуть-чуть ускорить. Вы бежите на работу, или же вы едете в машине, или в автобусе, неважно. Вы можете прослушать этот подкаст за это время, ускорив его до, скажем, 1,3, увеличив скорость, или 1,5, тоже вполне возможно. Регулируется громкость, и здесь же на этой точке можно нажать кнопку «Скачать» и перенести это перенести, то есть MP3 файл слушать его без интернета, да, как, например, где-то в дороге, где у вас нет возможности воспользоваться интернет-сервисом. Как вы думаете, заинтересует ли вас содержание вот этой истории номер 9, в которой, внимание, вместо интервью включен отрывок из книги «12 стульев» Ильфа и Петрова. Здесь этот раздел называется «Обед с голубым воришкой». Вы помните, может быть, там есть такой эпизод, когда главный герой Остап Бендер попадает в пансионат, где старушки, собственно, очень скромно питаются, а директор этого пансионата вовсю и вот описывается этот обед. И я связалась с правообладателем, им очень просто написать, на сайте Litres, где доступны все эти аудиофайлы, можно написать правообладателю и узнать, кому принадлежит аудиокнига, и отрывок из этой аудиокниги, прочитанный профессиональным актером, стал совершенно бесплатно частью этого подкаста. Вот еще такая идея.
То есть кусочек аудиокниги совершенно спокойно вы можете включать в свои аудиоблоги, в свои записи. Правообладатель совершенно не против, поскольку это не для коммерческого использования, не в полном объеме. И я рекомендую начать с этого подкаста, если вы хотите познакомиться, как, собственно, строится история, послушать начало, продолжение, финал, что мы говорим в начале, какими словами завершаем. Все это позволяет строить и свою речь, и думать о том, как вы начнете или завершите свой подкаст. Для этого фантазия может быть разной. Что еще отличает вот этот аудиоблог? Например, история номер 4, Чуковский, сказочник и переводчик. К нему прикрепляются ссылки на наш каталог, ссылки на книги, которые можно почитать в связи с этой темой. Например, дневники Чуковского Корнея Ивановича, дневник его дочери Лидии «Памяти детства». Это увлекательнейшее чтение, я сама не могла оторваться, а уж книга «От 2 до 5» – это, безусловно, просто самая уморительная книга Чуковского, которую можно всем рекомендовать в любом возрасте. Вот вы видите, что в каждом подкасте есть какой-то сюрпризик. Например, в истории номер 4 «Региональная привязка». Вы удивитесь, чтение стихотворение Чуковского на коми-языке, сказка «Мой Дадыр», которая была написана 100 лет назад, в 1921 году, и сказка «Тараканище». Конечно, она есть на коми-языке, и актер Национального театра Республики Коми Сергей Горчаков согласился вот почитать этот кусочек из Майдадыра. А еще один актер уже любительского театра читал отрывки из дневников Чуковского. Они очень трогательные тоже, поскольку, например, Чуковский был очень близко знаком с Блоком. Он сотрудничал с Горьким на постоянной основе, с Маршаком. То есть эти отрывки, конечно, расширяют наше понимание истории и литературы в целом. Вот такое вот прослушивание. Что еще? Как вы видите, здесь представлены все 12 историй, и, конечно же, мы не обошлись без интервью с писателем. Вы видите темы: музыка, кино, мода, литература, спорт, медицина, шахматы, наука, еда и образ жизни, фантастика и футурология к столетнему юбилею Станислава Лема, который родился в 1921 году, театр и последний повод поговорить о национальности, национальной идентичности, о нашей республике Коми. Здесь мы вернулись к истории Ирландии, а региональным компонентом выступила история образования республики Коми. Коми – автономной Советско-Социалистической Республики в тот момент. И я сказала, что у нас было интервью с писателем. Конечно же, этот писатель из Коми. Он родился в Иркуте. Вам знакомо имя Эдуарда Веркина или же Макса Острогина, псевдоним, под которым он пишет фантастические вещи для детей и взрослых, фантастику. То есть в 10-м выпуске есть интервью с этим автором, который сейчас проживает в городе Иваново и, как он поделился, пишет новую, взрослую, сложную книгу. И его взгляд на фантастику как жанр и на творчество Станислава Лема – это такой вот кусочек из авторского нашего подкаста. И здесь тоже интервью в Zoom, которое строилось на договоренностях с автором. И то же самое, все вопросы к интервью, конечно же, посылаются заранее. Я перечислю еще раз, что в этом подкасте, как мне кажется, получилось. Книжная основа, интересный гость, профессионал, обязательный анонс содержания, региональная привязка, то есть помещение нашей истории в контекст всемирной истории, достижений всего человечества. Нелинейное повествование. Конечно, не стоит начинать повествование, скажем, о каком-то авторе или о каком-то
в таком-то году произошло такое-то событие, и пошли по порядку. Нет, надо все время перескакивать, путать историю, то есть удивлять слушателя. Я предпочитаю обязательно высказывать свое отношение, очень личное, может быть, не от себя, я не говорю «я», но совершенно понятно, что это субъективное такое отношение, поскольку доверительные взаимоотношения со слушателем – это основа работы с любой аудиторией. То есть вы должны сказать: я перед вами открыт, вот я говорю с вами на своем языке, и поэтому мы не делаем никаких выводов в лоб, мы не занимаемся догматизмом, мы очень уважаем своих слушателей. И даже если вы единственный ведущий, диалог с аудиторией обязателен. Да? То есть вы пытаетесь задавать вопросы, сами на них отвечать. Это создает тоже такие интимные, близкие отношения. И потом вам хочется, слушателю хочется вернуться опять к этому ведущему, да, он становится уже частью какого-то широкого круга знакомых. Еще обязательно правильная музыка, фирменная заставка, потому что мы такие существа, мы на музыку реагируем чрезвычайно тонко, и она может нас настроить на любой лад. То есть разные оттенки настроений позволяют выразить эта музыка. Мы даем рекомендации для чтения, и мы берем обратную связь, конечно же, от наших честных коллег прежде всего, что понравилось, что не понравилось, где затянуто, что изменить, а может быть, звучок не очень. Я скажу, что этот подкаст полностью сделан на диктофон, обычный телефонный диктофон. У меня старенький Xiaomi, например. Я держу диктофон примерно на расстоянии 10 сантиметров вот, от себя, от говорящего. И в такой более-менее звукоизолированной комнате, чтобы не было гула, никаких технических шумов, вот записываю с текста, начитываю полностью. Вот, а потом уже монтирую в редакторе, который называется Videopad. Ну, понятно, что пришлось немножко попотеть, изучить, как работает этот видеоредактор и научиться производству такого цифрового продукта. Еще хочу посоветовать тем, кто пишет тексты для любых подкастов или видео. Очень режет слух, когда мы используем штампы надоевшие, особенно когда мы говорим о своей любимой стране, своей любимой республике. Мы иногда впадаем в такое сиропное настроение, и без конца звучат слова «Россия – это огромная, прекрасная страна, Республика Коми, уникальный регион, выдающийся, прекраснейший» и так далее. Мне кажется, этого стоит избегать, поскольку люди устают все-таки от штампов и придерживаться своего собственного, даже кухонного языка, вот так, как вы общаетесь со своими друзьями. Это лучший тон, который можно выбрать для подкаста. Еще один продукт, который начал выходить, вот первый выпуск 26 января. Тут мы учимся на собственных ошибках и уже берем посильные на себя задачи. Я решила, очень долго размышляла над идеей, концепцией, как это будет. Когда мы думаем, что мы можем предложить, вот что я умею, что я знаю. Лично я выпускник факультета иностранных языков. Собственно, английский язык меня кормит уже многие годы. И на сегодняшний день мы знаем, что в русском языке появилось великое множество иностранных заимствований. Почему бы не поговорить об этом? Потому что иногда они начинают нас раздражать. Вот, и вышло уже 2 истории, они совсем коротенькие, по 10 минут, и вторая история 14 минут получилась с музыкальными заставками вместе. Слово на букву «Ш». Что такое шейминг и с чем его едят? И это не лингвистический подкаст ни в коем случае, это подкаст о том, что стоит за этим явлением. Вот просто что происходит в нашей жизни, в социальной жизни, опять же, в интернете. Вы слышали, может быть, такие слова, как чилить, банить, хайп, коворкинг, по-читерски, бэкграунд. Да?
Почему бы не поговорить об этом? Вот такая тема подкаста. Предлагается 16+, поскольку мы все-таки сохраняем связь с более-менее взрослой аудиторией. Вы не поверите, но сложнее всего вот именно в этом случае было найти название. Очень сложно. Вот придумать такое название, которое будет и привлекательным, и симпатичным, которое не будет занудным. Мы буквально в отделе нашем устроили такой мозговой штурм. Я спрашивала всех своих талантливых языкастых знакомых, которые умеют там каламбурить, шутить, чего только там не было. И жаворонки мысли, и словариум, и стратегический запас. То есть гигантский список я собрала всевозможных названий, проверяла их еще и в интернете на авторские права, может, у кого-то уже такие есть. И вот получились словечки, овечки. Я предлагаю вам послушать сейчас заставочку. Так, сейчас, чтобы я приостановлю пока... нет? Включайте браузер. Просто выключить браузер. Как мне это сделать? Так, секундочку. Ага. Я просто хочу, чтобы вы послушали заставку, поскольку... Escape, да? Надо нажать, нет? Ага, вот. Да, замечательно. И мы идем на сайт Национальной библиотеки с вами. Вот здесь, видите, сейчас мой экран не видит или видит? Видит, да? Я листаю вот здесь баннеры, как вы видите, и новый подкаст, который называется «Словечки, овечки». Вот появился здесь. И он буквально недавно в новостях. Давайте зайдем внутрь и послушаем отрывочек. Самое-самое начало. Как это работает. Всем доброго дня! С вами дружелюбные словечки-овечки и я, Ольга Демиденко. Обсуждаем новые слова русского языка иностранного происхождения. Что это за явление такое? Заплутавшие овечки-словечки или нагрянувшие волки, которые наших родных овец пожрут? Надо разобраться. Мэр или градоначальник? Хот-дог или булочка с сосиской? Постить или размещать в интернете? Добро пожаловать в гости к словечкам-овечкам или, как говорят в народе, «Willkommen». Сегодня слово на букву «Ч». И вот прошли первые 55 секунд. Мы добрались до начала подкаста. И, может быть, еще послушаем, на этом все. И я еще раз приглашаю вас, всех интересующихся, что происходит сейчас в нашей подкастинговой библиотечной индустрии, зайти в раздел ресурсов, нажать слово «подкасты», и вы увидите здесь раз, два и один на коми-языке. То есть замечательные продукты моих коллег. А я продолжаю. Мы остановились вот на этом. И еще один подкаст, который делает моя коллега Екатерина. «Путешествуем по Республике Коми с известными людьми». Я приглашаю вас его тоже послушать. Конечно же, она в поиске совершенно уникальной информации о разных уголках Республики Коми с привязкой, кто изучал эти районы, кто туда приезжал, какие книги об этом написал. В ее подкасте мне очень нравится, как она использует переходы, такую балалаечку, которая представляет, скажем, новую тему или гостя. Замечательная работа, которая она тоже делает, собственно, не используя сложного оборудования, а точно так же используя простой мобильный телефон. Хотя можно и работать в студии с микрофоном, если у вас есть такая возможность. Подкаст на коми-языке представляет издание на коми-языке, и это, собственно, чтение отрывков из произведений. Вы можете послушать его, и для тех, кто не владеет коми-языком, название того, чтобы, опять же, это не был кот в мешке, переводится. Как вы видите, первый выпуск «Время, книга, мы». Вот такой вот
название. «Читаем с удовольствием» решили назвать коллеги из отдела краеведения свой подкаст. «Здравствуй, книжка» здесь сказано. Существует сайт, который называется podcasts.ru. Там размещаются огромное число российских подкастов, и все это продукты единственного человека, не каких-то там больших сообществ. То есть люди сами выкладывают и завоевывают свою аудиторию. И, конечно же, на сегодняшний день в России, хотя с 2004 года производство подкастов просто выросло в разы, все еще не очень большая аудитория. Вы видите, это информация с сайта podcasts.ru, какие подкасты слушали в январе. Мне очень обидно, но номер один – «Секс с Мари». Совершенно такой 18-летний подкаст. «Шире чек» о том, как продавать. «Дышите, не дышите» про болезни, диалоги с докторами. И вот на 5-м месте «Книги на миллион». Автор рассказывает, что он почитал, и пересказывает, собственно, то ленивым читателям, что он почерпнул из какой-то той или иной книги. Вот ужасно интересный подкаст мне показалось «Безотцовщина», под номером 7 он здесь стоит. Все эти ссылки на сайте, если вы зайдете туда, они буквально в самом начале, они все кликабельные, можно зайти и посмотреть, как выглядит эпизод, как выглядит трейлер, то есть напитаться идеями русскоязычных подкастов. Об истории и искусстве, очень коротенькие истории и все любовные, например, история любви Марка Шагала. «Потрещим по швам» – это очень забавные истории истории из жизни. Есть подкасты совершенно специфические, например, логистика грузоперевозок, и они тоже любопытны. И на сайте указано, что на сегодняшний день 31% русскоязычной аудитории слушает подкасты на Apple Podcasts, Яндекс.Музыка на 2-м месте, Google подкасты, на которых вы тоже можете разместить свой. Потом Spotify, который совсем недавно пришел в Россию, этот музыкальный стриминговый сервис. И, наконец, CastBox. Вообще не знаю, что это такое, и даже не буду туда залезать. Им не пользуюсь. Вот это в качестве идей. Давайте заглянем на библиотечные подкасты зарубежные немножко. И вот здесь, как вы видите, представлен подкаст объединенных школьных библиотек. Собственно, Эми Херман, которая является автором этих подкастов, беседует, берет интервью у школьных библиотекарей на разные темы. Вот, например, выпуск о том, как работать с семейной аудиторией, как библиотеки привлечь к себе родителей, как сделать родителей своими помощниками. И в верхней части сайта подкаста книжный магазин детской литературы, который является спонсором. Да, ничего удивительного, подкаст предлагает скидку, то есть он предлагает код на книжные издания, с помощью этого кода вы можете получить денежную скидку в книжном магазине. Это американский подкаст, и он делается профессионально в режиме раз в неделю. Смотрите, 164 выпуска в данном случае уже, да. И что мне понравилось в этом подкасте, вот я показываю нижнюю часть страницы, это 26 февраля этого года. То есть очень много ссылок, ресурсных ссылок, куда пойти родителям, какие существуют программы в связи вот с темой, которая была объявлена. Пожалуйста, вы видите внизу почта, электронная почта гостей этого подкаста, кто приходил и кому можно обратиться за профессиональным советом. Вот эти ссылки все тоже кликабельны, то есть к каждому подкасту человек прикрепляет огромное количество ресурсов, информация, и обязательно указывает, какой композитор, в данном случае с этого вот сайта, у какого композитора была заимствована музыка современных пишущих электронную музыку композиторов. Интересный подкаст Book Club for... Да, книжный клуб для мазохистов. Не знаю, забавно это звучит, конечно. Секундочку, я смотрю на часы, 10:44, чтобы не переутомить вас.
огромное количество тоже эпизодов, подкаст «Книжный клуб для мазохистов». Вы не поверите, о жанрах. Каждая серия посвящена какому-то жанру. И, собственно, там библиотекари берут на себя обязательства и читают книги какого-то жанра одного, а потом рассказывают про этот жанр. Конечно, и с точки зрения литературоведения, и с точки зрения простого читателя. И буквально это для меня явилось энциклопедией жанров. Я даже не ожидала, что существует такое огромное количество, включая в том числе и графические жанры, которые очень популярны за рубежом, графические произведения, то есть комиксы. И этот подкаст размещен, посмотрите, вот на таком сервисе Tumblr. Сервис Tumblr как раз для размещения аудиоблогов и всяческих блогов, то есть маленького формата. Это такое тоже партизанское СМИ для всех. К нему может присоединиться, собственно, любой, и по ссылке это все доступно. Можно послушать, можно скачать. И где я беру музыку? Может быть, вам этот ресурс знаком. studio.youtube.com. Здесь бесплатная музыка, совершенно разные звуковые эффекты, разные жанры. Можно отфильтровать для себя и что-то веселенькое, и такое атмосферное, и, может быть, печальное, если у вас тема позволяет. То есть полная свобода от хип-хопа до кантри, классики и все что угодно. Замечательный ресурс, но я, например, его изучила уже от и до. У меня есть любимая скачанная, огромная папочка скачанных таких файлов, которые мне пригождаются тогда даже по 2, по 3 раза, если они очень хорошо воздействуют на аудиторию. И в этом ресурсе каждый месяц появляется что-то новенькое. Вот за март, например, в Freedom Trail Studio такой исполнитель или автор уже выложил огромное количество треков. Ну, собственно, я, конечно, не останавливалась здесь сильно на технической истории, и я предложила вам только подумать о том, что может быть, как вам поучаствовать в вот этом процессе создания аудио информативных выпусков, аудиофайлов для вашей аудитории. То есть выбор, конечно, за вами. Это может быть полностью подготовленный подкаст, то, что я делаю. То есть я отпечатываю из слова в слово, читаю это на диктофон. Или частично подготовленный. То есть, вот, например, сейчас я готова с вами разговаривать, но я могу немножко нести от себя тяну. Да? То есть базируюсь уже на том, что я продумала, но немножко импровизирую. Да. Будет у вас один ведущий или 2 ведущих, как, например, сырнички Селлинджера, то, что делает юношеская библиотека Республики Коми. Будет ли у вас гость, интервью с гостем, или вы справитесь сами, то есть будете, как, например, делает наш отдел краеведения, то есть выпускает свой подкаст, собственно, просто читая кусочек текста на коми-языке, никого не приглашая. Будет у вас музыка или не будет? Будете вы искать свою собственную заставку, а может, у вас есть такие музыкальные таланты, которые даже для вас напишут этот фрагмент, который будет только ваш, будет принадлежать вам и будет отличать ваш продукт от всех других. Как часто, какова периодичность? Я предпочитаю не маячить, не надоедать, потому что есть и другие коллеги, которые занимаются производством виртуальных продуктов, и только раз в неделю делаю что-то новенькое. Но некоторые выпускают даже раз в неделю, раз в 2 недели. Все это по вашим потребностям и по вашим, конечно, возможностям профессиональным, потому что времени никогда не хватает. Подкасты я бы поделила на те, которые имеют длительность от 10 до 30 минут и от 30 и более. Ну, это опять же зависит от темы, поскольку некоторые темы невозможно раскрыть за полчаса. То есть вам приходится, даже ужимая всю информацию, все-таки выходить за эти рамки. Есть даже одноминутные подкасты. Это, например, такие заставки на авторадио, для автолюбителей, вот, поскольку они тоже помогают переключаться, то есть внимание автолюбителя
завлекают всего на 1 минуту и рассказывают, например, об историческом событии за 1 минуту. Но нам с вами это не очень интересно, поскольку мы все-таки хотим и статистику получать, а если это меньше 10 минут, то как можно это считать вообще каким-то виртуальным онлайн-мероприятием? Какое-то не мероприятие, а так нос высунул и обратно. Да? Вот. То есть это, конечно, недостаточно такая длительность. Будете вы давать какие-то ссылки на ресурсы, на свой каталог, на свои собственные или на чужеродные ресурсы интернет? Будут ли у вас рекомендации для чтения? Будет ли ваш подкаст исключительно книжным и библиотечным? Или вы осмелитесь рассказать о темах, которые вам интересны? Может быть, среди вас есть рыбак или охотник. Расскажите об этом. А может быть, вы имеете какой-то интересный профессиональный опыт. Поделитесь с коллегами. Вы можете... Самое трудное – это все-таки сформировать идею. То есть концептуально с собой договориться, зачем я это делаю, для какой аудитории, почему именно я, почему я могу это сделать, почему это в моих силах, и мне самому будет интересен процесс. Процесс всегда интереснее результата, уж поверьте. И я хочу сделать вот такие далеко идущие выводы. Все-таки мы умеем противостоять клиповому сознанию и предлагаем для взрослой аудитории полноценные онлайн-продукты. Это не шоу в ТикТоке, это не видео, которое можно свайпить, вот так вот прокручивать на телефоне, и ничего не остается в голове. Это что-то, что приглашает подумать, что-то, что развивает диалог с вашей аудиторией, которая сегодня не только читательская, но и виртуальная. Мы занимаемся сохранением и развитием культурных различий. Эти различия не только этнические или национальные. Это различия между большими городами и провинцией, между центром и периферией. Покажите, где вы живете, что вокруг вас. Покажите ваш кусочек географии, ваш кусочек земли, люди, которые живут рядом с вами. Я совершенно уверена, что рядом с вами живут очень интересные люди, которых можно представить для аудиоаудитории онлайн. И мы понимаем, что культуры не развиваются изолированно. Все достижения – это результат нашего взаимодействия и взаимопонимания. Поэтому, когда мы предлагаем что-то от себя, мы становимся частью общечеловеческой культуры. Спасибо за внимание. И если хотела бы показать вам видики. Что такое видеоподкаст? Это очень просто. Вы синхронизируете свой голос с картинками. Вот здесь видео чуть меньше 20 минут, которое называется «Портреты арктических городов», в котором использовано, внимание, из 20 минут, 86 слайдов. Вот так примерно по силам, чтобы люди, которые смотрят это видео, а здесь нет никакой записи, кроме мелькания картинок, чтобы они не уставали от одной и той же картинки. Вот посмотрите, как это выглядит. Наша видеозарисовка познакомит с двумя арктическими городами Швеции – Кируна и Хапаранда. А еще мы заглянем в деревеньку поблизости, где нашим гидом будет шведский журналист и фотограф Кеннет Микку. Для начала немного географии. Здесь на карте помечена Кируна, самый северный шведский город на границе с финской Лапландией. Снизу по центру – Раваниеми, да-да, родина Деда Мороза. Справа порт Мурманска, слева норвежский Тромсё, а в верхнем правом углу еще один норвежский городок – Киркенес. Именно здесь в 1993 году была подписана декларация о сотрудничестве в Баренц-Евроарктическом регионе. Республика Коми тоже входит в список российских регионов БИАР. Портрет номер 1 – Кируна. Возможно, вид города покажется вам мрачноватым на фоне гигантских промышленных разработок. Кируна славится одним из крупнейших в мире месторождений железной руды. Добыча руды началась здесь в 1899 году. Одновременно стал отстраиваться шахтерский город. В каждом пейзаже мы видим на горизонте владения горнодобывающей компании. В прошлом это территория саамов, традиционно занимавшихся оленеводством. Местное население в количестве 23 тысяч человек говорит не только на шведском, но и на финском, саамском и таинственном миянкиеле.
Последний является официально признанным языком национального меньшинства и родным языком примерно для 150 тысяч человек в Скандинавии. Миенкиели буквально означает «мой язык». Сравните с коми «миен кыв» с тем же значением. Вы заметите сходство звучания, характерное для родственных финно-угорских языков. Название Кируна происходит от саамского пейзажа и много однотипных домов. Ну и так далее. Я не знаю, заметили ли вы, но на каждом слайде, здесь их 86, если это заимствованная фотография, на каждом слайде указано авторское право. Указано, с какого сайта, например, с сайта горнодобывающей компании заимствована эта фотография, или какой человек мне предоставил эту фотографию. В данном случае наш друг нашей библиотеки, шведский журналист. И не знаю, понравилось ли вам музыкальное сопровождение, это джаз, небольшой такой легкий джаз, который я тоже взяла вот с того самого сайта studio.youtube. И сделано это в честь Дня Арктики, который мы празднуем ежегодно. Вот один арктический город, который может быть похож на город Воркуту или другой северный город Республики Коми. Мы знакомимся с его жизнью, с его обитателями, вот просто через картинки. На самом деле это и есть видеоподкаст, потому что я ничего не снимала на камеру, и, соответственно, мелькают картинки, и вы слышите синхронизированный голос за кадром. То есть каждая картинка звучит ровно столько, сколько длится там, моя страничка текста, о которой я вот сейчас говорю об этой картинке. Да, например, вот здесь про ледовую гостиницу. И таким образом в вашем видеоредакторе, собственно, получается, что весь аудиотрек, звуковая дорожка порезана на 86 кусочков. Для того, чтобы синхронизировать звук и картинку, это очень удобно, то есть вы можете посмотреть, сколько длится вот этот звуковой фрагмент, столько же вы задаете длительность картинки. Что касается самой картинки, я делаю это все в Canva, которая доступна онлайн. Например, вот сегодняшняя наша с вами презентация, вот так она выглядит на сайте Canva. И на этот сайт можно подключиться через свой Google аккаунт. Это очень удобно, потому что вам не надо помнить 100 тысяч паролей. Если вы еще не пользуетесь сайтом Canva, я предлагаю вам его освоить. Он самостоятельно, интуитивно осваивается. Здесь можно делать различные презентации для вот таких вот видеозарисовок со звуковой дорожкой. Может быть, многие из вас им пользуются. Если я зайду на главную страничку, то, как вы видите, у меня здесь огромное количество уже моих собственных вот таких вот презентаций, сделанных меньше, чем за полгода, поскольку на каждую потребу можно производить вот такие маленькие видосики и выкладывать их для наших виртуальных пользователей. Итак, вопросы в чате. Вопросы в чате. Сколько библиотекарей задействовано в подкасте? Один библиотекарь задействован в подкасте, я делаю его полностью, от идеи до содержания. И только лишь дизайнер помогает мне разработать картинку, мы обсуждаем, как она будет выглядеть, рисует мне эту картинку, и таким образом эта картинка может быть одинаковой для каждого выпуска, то есть вы раз и навсегда придумали, или чуть-чуть отличаться, и в этом случае вот вам помогает тот, кто умеет работать в программах, в художественных программах, их тоже можно освоить самим, но не все же делать самостоятельно. Иногда можно и довериться профессионалам. Музыку выбираю сама, записываю сама, текст делаю сама, книжки отбираю сама. Знаете, качество зависит от одного человека. Когда мы работаем в команде, очень часто бывает, что мы киваем друг на друга, или там, может быть, нарушаем графики, или зависим друг от друга. Вот, например, я не умею делать субтитры пока, я не научилась делать субтитры, а у меня есть некоторые видео на английском языке. И я просила свою коллегу Наталью помочь мне. И в этом случае, ну, мы, конечно же, были в жестком тоже графике и волновались, что кто-то что-то не успеет или не загрузится вовремя. Вот. А так и
я, конечно, пишу тоже какой-то пост и загружаю этот подкаст на сайт, а потом уже он выходит в то время, когда мы договариваемся ВКонтакте, в нашей группе Национальной библиотеки, и по ссылке можно его послушать. Собственно, поскольку я говорила только про то, что я знаю и умею, я не говорила исключительно теоретически. Может быть, это не было очень полезно, но я надеюсь, что это может мотивировать вас. Я действительно буду счастлива, если вы потом поделитесь своей историей и расскажете, как вы это делали. Вам понравится процесс, уверяю вас. На этом все. Расходимся по своим делам. И если я переключусь на камеру... Всем огромное спасибо, если вы оставались все это время с нами. И если у вас еще будут вопросы, со мной очень легко связаться. И, конечно же, эту презентацию я могу предоставить вам. Но она состоит из картинок и не особенно, собственно, информативно. Ну, или же переслать вам текст в формате Word, приблизительно того, что я говорила. А также моя электронная почта и все вот это может быть, конечно, вам доступно. Или можно меня найти ВКонтакте, а можно меня найти в сообществе «Иностранные языки в Сыктывкаре». Пишите, делитесь. Ужасно интересно всегда общаться с коллегами. Я думаю, что когда-то у нас обязан просто появиться подкаст о наших библиотечных проблемах. Библиотечный подкаст для коллег. Что и как мы делаем. Я думаю, что это будет полезно. А вы сами будете выбирать, в какое время вы это будете слушать. Самое удобное это... Самое удобное это в подкасте. Это как раз вы располагаете своим собственным графиком. Да, я вижу приятные отзывы. Всем хорошего дня. До новых встреч. Внимание! В здании